Ассаламу алейкум. Приветствую всех, витаю всех. Аят Машвоид. Маршал, добрый вечер. Всех приветствую. Салам алейкум, мой махкой. Александр. Давайте начинать. Начинай, Аслан. У нас сегодня 175-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Сегодня 22 ноября 2025 года, 19 часов 7 минут по Брюсселю, 21 час 7 минут по городу Джахару. Сегодняшний стрим называется «План США. Перемирие или капитуляция Украины». Об этом и многом другом давайте поговорим. Стрим у нас идет на официальной странице Президиума правительства ЧРИ в Телеграм, также на YouTube-канале и в ТикТок. С нами постоянно ведущий Аят Идигов, сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. И я Аят вам сразу передаю слово. Добрый вечер, дорогие друзья, еще раз. Дело в том, что сейчас такое напряженное положение. Идет что и где и как. Какой-то там план придумали. Русские послали это своего представителя в ходе этих наших надежд, то оказалось, что мы думали, теперь там все на пользу Украины, все будет, и оружие будет, и все, и санкции против России поднимать. И вдруг, на тебе неожиданно, снова как бы обломилось. Выставили какой-то план из 80, из 28 пунктов, в которых там полностью, можно сказать, решается проблема России, которую она выдвигала, когда нападала на Украину в 22 году. С чем это связано? Что это за ходы такие? То туда, то сюда. Невольно задумаешься, мы все думаем о том, ведь мы живем в современном международном правовом пространстве. Соединенные Штаты были всегда как бы опорой этого международного права, и Организация Объединенных Наций там находится, в Нью-Йорке у них. Они там основную лепту вносят на содержание этой организации в мире. И как бы то ни было, раз, и вот такой поворот. В чем же этот ход стал таким скажем, знаменитым в последние дни. И Трамп теперь уже грозит, давайте принимайте этот план. То есть тот план, который когда-то требовал, правда, там некоторые моменты не учитываются, требовали отвода американских баз, этот вопрос опускается, а остальные все вопросы поднимаются вплоть до того, что давайте мы уменьшим количество украинских воинов, отойдем эти территории, остановимся здесь. И разные пункты, которые практически, можно сказать, пытаются извратить современное международное право и ведут дело к тому, что этого международного права больше может и не быть. То есть вот так стоит вопрос. Если так будут решаться вопросы, и Россия требует здесь решения или узаконивания этих захваченных им территорий, то получается и другим народам, и другим государствам тоже это можно делать. То есть вот так обстоит дело. И еще там, значит, как это было, рассказывают. Ну, я тоже много читал, старался понять, и люди, видимо, здесь и слушал. Туда поехал госсекретарь этот Рубио? Умеров в Америку поехал, там потом был в Стамбуле, и где-то все на него как-то хотят тоже свалить какие-то там, мол, это
значит, причина того, что вот так вот произошло, и вдруг они развернулись, собственно говоря, в другую сторону, стали под Россию косить для нее, чтобы вот создать такие условия. Что же происходит на самом-то деле, мы думать должны. Ну, конечно, мы все думаем, и понятно, что все это, и вся эта игра затеяна в основном, конечно, Кремлем. Но в то же время, опасаясь всего, то, что это будет, есть современное международное право, в котором заложены все эти принципы о неприкосновенности границ государств с внешней стороны, о необходимости соблюдать ведение войны, те или иные условия, такие там опасные взрывчатые вещества, химические, то там много пунктов, которые нельзя применять, убивать людей и все такое. А здесь открыто идет убийство украинского народа, практически идет, ну, бессовестное, ну, без всякой нравственности, морали, просто убивает мирных людей. И теперь еще потом они где-то там продвигаются, и каждый раз для России создаются благоприятные условия, только угроза ее в адрес. Вот сейчас только немножко начали угрожать там, вот то мы вас всех осудим, всем дадим санкции до 500%, если будете с Россией там дружить, все такое. И вдруг неожиданно вот такой ход. Ну, что там за всем этим кроется? Почему они развернулись так? Что больше обещал, у нас вопрос встает, что больше, чем это обещал, скажем, Путин, Трамп? Вот в чём вопрос. И почему они вот так вот на такой вот этот Трамп идет? Ну, каждый раз вот я всегда, когда думаю о том, что вот сейчас будет как-то вопрос решаться, и если решится именно вот украинский вопрос, это тот узел, который может развязать ситуацию в пользу того, чтобы современное международное право и право народов на самоопределение и народ сохранение мирного сосуществования, это должно как бы укрепляться. Здесь каждый раз президент Трамп вот так вот обваливает все. В чем причина? Чего здесь? Неужели Трампу не хватает денег? Неужели этим вот всем миллиардерам не хватает всего то, что они там добились? И неужели они боятся чего-то? Я так думаю, что вот эта проблема, которая есть сегодня, и очень подымалась, она была главной как бы проблемой для Трампа, это вот Эпштейн или вот эти все дела, связанные с этими сексуальными делами, которые занимались эти миллиардеры. Это настолько подступило к горлу, подошло, что там, значит, он уже вынужден был подписать там указ, чтобы Конгресс решал эту проблему, чтобы все это опубликовали, показали. И вдруг этому нужно было делать что-то такое, чтобы в тень забросить вот это то, что для них может оказаться, как бы, значит, фатальным. Я так думаю, что это один момент. И второй момент, конечно, это то, что они хотят с Россией договориться, чтобы в экономическом плане развиваться и получать прибыль себе. То есть они могут доить Россию так или иначе, доить ее, и они не хотят ее доить, развалив на разные части, там на 20, на 30, да, сколько там частей. Поэтому мы всегда, вот президиум говорили, не надо говорить о том, что нужно, мол, развалить Россию, ее они не развалят, она им нужна цельная, и чтобы цельно оттуда выкачивать ресурсы, получать прибыль себе. И вот когда это Путин сейчас начинает вот какие-то ходы делать в пользу, допустим, Трампа, он тут же раз развернулся и начал вот эти вот выходы здесь нам выкидывать, скажем. И мы не знаем, как быть, что теперь делать. Получается, что на тех условиях, которые сегодня диктует Путин, Трамп требует немедленно остановиться, или я у вас, мол, это никакие, значит, ни ракеты, ни танки, я образ говорю, ни другое, ничто, оружие не дам, деньги не дам, вот вам неделя, давайте этот вопрос решать. В чем же причина? Почему? Неужели так? Ведь международное право, если это все так как бы есть, и всегда это
Нет, они не смотрят на это. Так, пока до сих пор, правда сказать, до сих пор были только вот эти вот заявления, но никаких решений не было практически. Чтобы принято были конкретно решения по этому поводу, не было, а были вот заявления. И сейчас я надеюсь, что и сейчас этого не будет. Почему я думаю, что не будет? Потому что пройдет эта неделя, за эту неделю вот украинцам надо здесь как-то объяснить ситуацию. Мы с вами говорили как-то, помнишь, Аслан, что за все это время, сколько вот Трамп выступал там, он очень редко, по крайней мере, я только один раз слышал, что он говорил о международном праве и демократии. Вот один раз за все это время я, может быть, другие слышали больше, так он не говорил об этом, совершенно к этому не относиться, и все хапом взять, и все такое. Но как бы вот такие вот вещи делать. Ну, допустим, там напали на ту страну, там остановил, на Иран напали, потому что она там бомбу готовит. Это как бы идет в разрезе плана международного права, чтобы не было гонки вооружений. А здесь что? Сейчас-то что? Вот насколько вот несправедливо. Он нападает на государство, нападает на нас, напали, нашу республику оккупировали, напали на Грузию, напали на другие страны, захватили эти территории, ну, практически, можно сказать, Беларуси под их пятой, так, ну, и часть Молдовы. Вот эта ситуация, мы все время пытаемся ее как-то разрулить и надеемся, что именно вот вопрос, который сейчас стал в Украине, что этот вопрос должен решиться таким образом, чтобы все российские войска со всей ее территории были выброшены за пределы. А, естественно, после этого должно быть сделано так, чтобы и территория Грузии, и наша территория была освобождена. И, значит, принцип, значит, международного права о невмешательстве со внешней стороны должен быть соблюден. Будет это или нет? Вот как стоит вопрос. А здесь идет вопрос не то, что об этом, но то отдадим это, отдадим, торгуются чем-то там. Какая может быть торговля? Что это делает, скажем, Запад? И Запад, может быть, и не может, как говорят, и Америка в лице Трампа. Что делать? Что они творят? Непонятно, во что это придет. И если даже сейчас они вот так вот договорятся, в смысле того, что они поставят ситуацию таким образом, что Зеленский должен как-то прогнуться, отойти в сторону, то это что означает? Это означает передышка, как говорится, потом снова наберет силу Путин, снова какую-то провокацию делает, и снова начнется война под любой причиной. Трамп еще вот 3 года отсидит и уйдет, а снова вот это все начнется. У нас это было. У нас 5 раз вот так нападали на нас. Но нас некому было защитить, весь мир нас оболгал, и этот Кремль оболгал, все верили это Кремлю, хотя наш первый президент тогда говорил, если вы считаете, что Чечения является внутренним делом России, что не является с точки зрения международного права, то скоро это Россия скажет, что ваша Европа тоже внутреннее дело России. Он предупреждал тогда еще. Вот это время сейчас пришло. И сейчас, если в Украине не решится вопрос таким образом, как того требует ситуация, международное право, то возможно, что нам придется как-то переориентировать свои вот, взгляды на решение нашей проблемы. Мы здесь занимаемся проблемой для того, чтобы полностью решить нашу проблему деоккупации, восстановления нашей государственности, а здесь и сама Украина не может освободиться. Вот такие условия ставит практически Соединенные Штаты во главе с президентом Трампом. Правда, неизвестно, что он завтра, какой номер, скажем, будет у нас, еще мы можем ожидать. Но неделя пройдет, к этому времени, наверное, надо вот сейчас говорить, что вот эти все лидеры западных стран, больших, нам, Франция, Германия, Великобритания и другие, они снова поедут туда, к Трампу, снова будут вот это все разъяснять. Нужны свои планы, у Зеленского есть свой план.
и этот план тоже, значит, неприемлемый якобы для Кремля. Есть план, который совместно они делают, и в то же время здесь еще ситуация такая. С этой, скажем, проблемой, которая появилась в самой Украине, и вот эти какие-то там украденные деньги, 100 миллионов, все это как вот и в Америке тоже там такие дела. То у меня создается впечатление, является ли это все игрой какой-нибудь, чтобы усыпить бдительность, вот, скажем, и в Америке, и в Украине людей о том, что действительно происходит, понимаете? Но у меня такая вот ситуация в этом, мнение, собственно говоря. Кажется, что как бы то ни было, все равно главный вопрос — это вопрос деоккупации территорий, скажем, Украины, а затем и дальнейшее. На этом не должно останавливаться, должно пойти дальше. Должны быть освобождены и те территории, которые они захватили. И это только станет гарантией того, что эта Россия не будет нападать на среднеазиатские республики, Закавказье. Это вся наша общая задача. Вот мне кажется, здесь надо вот такую вот ориентацию взять этих стран, и Запад сам даже находится под угрозой, мы же видим. Так что, Аслан, вот такая на данный момент ситуация с этим вопросом о решении проблемы выдворения, скажем, российской армии с территории Украины. Почему они решили, сейчас приводят примеры бывшей Германии, когда на две части была разделена, Кореи на две части и все такое, как бы успокаивающие такие вот делать вбросы. Я помню, нам все время тоже делали вбросы, говорили-то про этот Тайвань, про это, когда мы видели на переговорах. Всегда эти русские подбрасывали вот эти вещи, и как будто бы это, мол, хорошо, и так, давать так. В то время как мы решили все свои вопросы, приняли, они грубейшим образом вошли и вот так вот убивали и наших. Что теперь дальше делать и как быть? Это вопрос, скажем, сейчас в руках у этих западных лидеров, ну, этих западных стран и самой Украины. Я же убежден, что вот эта вот линия, которая сейчас ведет, скажем, Запад или это Америка, украинский народ с этим не согласится. Он никак не может согласиться с тем, что вот такая ситуация. И ведь сдерживающий фактор, они вот дают оружие, и чтобы это оружие тоже не хватает для того, чтобы, значит, как-то их даже выдворить. Они только на какой-то там позиции держатся и дальше не идут. Допустим, за 3 года там прошли какой-то 10 или 5% территории взяли. Да. Поэтому сейчас, мне думается, это очень такой вариант. И потом этот вариант этого плана, который они выдают, какой-то странный план. Как может быть это российская вот эта вот программа этого плана, включая туда все вот эти их требования, да, ну практически все, значит, решать эту проблему. А что за это будет иметь, вот спрашивается, Трамп или Америка? Что будет? Европа этого не хочет, а почему Трамп именно к этому стремится? Пока что вот эти вот моменты, которые я сказал, связаны с этим Эпштейном, связаны с этой, скажем, коррупцией, которая в Украине. Может быть, все за этим и кроется, вот это пытаются они покрыть. Вот у меня такое вот сейчас мнение, потому что мы сами чувствовали и видим, и здесь, и на Западе, и везде российская агентура работает. И действительно, в Украине этой агентуры, как говорится, хватает, и они там влияют на ситуацию, и на военную ситуацию, и на эти переговоры, и на все. Вот что мне думается, Аслан. Пока что давай на этом остановимся. Если будут вопросы, давайте по вопросам будем говорить, отвечать. Давай, Аслан. Спасибо, Аят, спасибо. Друзья, напоминаю, с нами Аят Идигов, сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Вы можете задавать вопросы здесь в ТикТок. Я вижу, здесь вас поддерживает то, что вы сейчас рассказываете, Аят. Но задавайте вопросы, друзья, и тут же в YouTube. Также вы можете
на официальной странице Президиума правительства в Телеграм зайти и там непосредственно и задать вопросы, и принять даже участие в нашей сегодняшней беседе. Вот этот сценарий, который сейчас нагнетается вокруг фактически президента Зеленского, он уже неоднократно такие удары по Зеленскому наносил. Это разные так называемые хорошие русские, от Пономарева, который пытается всегда, знаете, представить Зеленского каким-то нарушителем, каким-то бандитом, террористом. И, ну, как пытались когда-то они Джохара Дудаева и нашу легитимную власть тогда тоже дискредитировать всячески. Ну, косвенно они пытаются постоянно Да-да. сделать. И вот 24 августа на День независимости Украины в Москве на Лубянской площади в Центральном детском доме Алексей Титов, ФСБшник, полковник или подполковник, при попытке установки взрывного газового баллона, взрывного устройства самодельного, подорвался. И это все нужно было как бы перевести стрелки на Украину, на День независимости Украины, что они убивают детей. Одновременно с этим я и в прошлый раз это говорил, я просто еще раз просто повторю, чтобы была у нашего зрителя и ясность этой цепочки атаки на самого Зеленского. Затем, через буквально 3 дня, 27 августа этого года, 2025, в Миннеаполисе расстрелял человек детей в христианской школе. И еще через 3 дня был убит Андрей Порубия, украинский политик, патриот и так далее. И сразу же нужно было указать, что вот, ну, стравить хотели, направить украинских патриотов на Зеленского. Опять же, вот этот антисемитский нарратив постоянно фигурирует. И тогда я для себя сделал окончательный вывод, что идет атака именно на президента Зеленского. И насколько вероломной бывает Россия, вы знаете лучше всего. Вы могли бы рассказать какой-нибудь вот вероломный какой-нибудь подлый поступок, который не в отношении Дудаева, вашего соратника, друга, вас лично, вот нашей власти, вот, подобное что-нибудь? Можете припомнить сейчас? Нет, таких случаев, конечно, было много, и они часто вот всякие провокации делали, подставляли. Они даже какую-нибудь там мелочь возьмут где-то, начнут, нет спора, этот спор затеять, и потом начнут сразу какую-то там нести ахинею, грубо говоря, так? И потом на это ее раскручивать. И вот мне приходилось с ними там вот встречаться, они всегда такие приемы делали. И сейчас вот то, что они пытаются вот так перевести этот вопрос вины, допустим, на весь, скажем, еврейский народ или на евреев, которые являются гражданами Украины, это, конечно, тоже неверно, потому что это ошибочный ход. Конечно. Евреи не все, как говорится, плохие. Среди них есть и очень хорошие люди, мы знаем. И как и среди другого, любого народа такая ситуация. Конечно. То, что евреи, они активно участвуют, скажем, в социальной жизни любой страны, и ученые, и все такое, это общеизвестно. А так вот переводить на них стрелки, этот вопрос, это потерпит поражение в любом случае, кто это будет раскручивать, это не пройдет, потому что этого нет. Так они и на нас вот брали, вот сколько раз обвиняли нас во всех этих происшествиях, которые они сами организовывали. И этот Нардос, и этот Беслан, и Да, этот Волгоград, и эта железнодорога, которая там в сторону Петербурга была. Эти да, взрывы, это все было организовано ими. Наши люди только шли только туда для того, чтобы остановить войну. Обратите внимание, мы шли. А они из нас, наших людей делали бандитам, террористам, исламскими фундаменталистами, ну что угодно, они навешали любые ярлыки и пытались оправдать, и это все несли, скажем, в остальной мир. Как они несли это, и разные сидеть на Западе, они тоже проталкивают своих вот агентов, которые здесь выводят ситуацию на такой уровень, что якобы
у нас нет и государства, что она часть России. Здесь много таких примеров мы можем привести и показать. То, что сейчас идет война против Украины, это очевидно всему миру. Но почему-то вот именно власть сегодняшний Трамп ведет себя так. Все время говорили, что он там как-то замешан с ними. Ну, оказалось, что он не замешан. Теперь ему там начали подсовывать другую какую-то, значит, фишку, которая, собственно говоря, его может столкнуть с его должности. И я больше чем уверен, это работа Кремля. А этот Эпштейн или кто он такой, он постоянно пытался встретиться с Путиным через Лаврова. Это разговоры были. Вероятнее всего, он что-то хотел взамен получить, но его сейчас нет. Но дело сейчас так раскручивается, потому что люди уже хотят все это знать, там люди жалуются, и в связи с тем, что вот такая вот значит, ситуация, возможно, Трамп и решил вот дать ход вот этому плану 28 пунктов, которые из 28 пунктов, какой может быть план. Видимо, ему подсунули в этот план, если этот план мы сейчас вот запустим, все, что здесь есть с этим обвинением, мол, тебя, президента Трампа, то это может как бы в тень забросить вот эти обвинения, а это наперед выйдет. Вот так мы это и видим сейчас, вот что происходит. Сейчас там по всему миру вот эти переговоры, то, что там все это убирается, все такое. Невозможно вот так себя вести. И, естественно, за этим что-то кроется, кроме того, что я говорил, может быть, я не могу, и мы с вами не можем точно сказать. Это знают те, которые находятся там внутри. Изнутри это хорошо известно, какие там веревочки дергаются, так? И, конечно, у нас были и взрывы, и покушения, и сколько раз, я уже не буду говорить насчет себя, хотя были такие попытки не раз, так, и как-то вот судьба приводила к тому, что мы оставались живы некоторые, а многие из нас погибли. Да, Я находился все время, вот когда они бомбили, в 95 году я находился в начале у себя в здании парламента, когда они его весь разбомбили, этот парламент. Потом мне пришлось, когда пришлось уйти в подвальные помещения. Подвальные помещения были так Г-образны, собственно, П-образно, но с одной стороны как Г-образные, а другая часть Г-образная. Там внизу были эти, как вам сказать, вместо фундамента вот эти еще дореволюционные вот эти деревянные, то ли дубовые, то ли другие эти стойки, подвальное помещение. И вот мы были в этом помещении, где находится вот это новое здание, вот наш парламент находился. И мне пришлось в подвал спуститься, а потом, когда я там находился, ко мне пришли люди уже в подвал, там наши депутаты некоторые, и оттуда мои по просьбе одного, значит, там премьера, который там поселился в дубовой, скажем, части подвала. Я когда перешел туда, а в этой части подвала, в которой я был, да, там внизу были, допустим, мой кабинет был, там еще один кабинет, а остальные были кабинеты других министерств экономики и другой внизу в подвале. И там сидели в каждом кабинете минимум один человек. Я просто проходил там было, по-моему, 5 или 7 так, кабинетов. Где сидели и женщины, и мужчины там внизу. И я когда перешел туда, в тот кабинет, они начали бомбить снова. И вот этот кабинет, в котором я сидел раньше, и когда мы оттуда вышли, с того кабинета, части помещения, где вот дубовый был, там они его так ударили, что дверь вообще защемила, и нельзя было открыть. С другой стороны, оно расширилось, нам пришлось раскапать его, оттуда выйти. И когда выйдя, я посмотрел, что там, где мы сидели, все оно превратилось в груду, и все там люди погибли. Вот такая ситуация. Потом мы переместились в президентский дворец, и там они бомбили, и там тоже такие моменты были. И везде вот эти вот продажные вот люди находились иногда и среди нас, продажные. Но, видимо,
куплены или завербованы. Мы никогда не думали, что они будут и у нас. Но они были, к сожалению. Сейчас говорить, что в Украине нет таких людей, они могут быть среди любой национальности, так? Вот такая Конечно. ситуация. Да. Ну, вот такие примеры, примеров много, я хочу сказать. И нашего президента там сколько раз хотели, несколько раз его чуть не взорвали, так? И первого, и второго президента, и третьего Масада тоже покушения были. И это все делала Москва. Это все делала Москва. Они вначале вот так берут тебя, пытаются оболгать, сделать из тебя, как говорится, медвежонка в грязи, как медведь, когда в грязь окутает своего медвежонка и хочет съесть его, говорят. Так и здесь. Они пытаются это делать. Поэтому, да, объединение наших усилий, понятие этих ситуаций очень важно. Что будем делать? Если эта империя и дальше будет вот так существовать, то это и нашим детям, и внукам, и правнукам она может постоянно вот так будет себя теребить, если этот мир как-то полностью не изменится. Но если во власти вот западных государств, сильных, развивающихся государств не будет сильной руки, понимаешь это будет трудно сделать. Аслан? Да, спасибо. К сожалению, коррупция – это такой бич для любого государства. Во время войны это, конечно, вдвойне, в десятерне, это и плохо, и очень вредно, и все остальное. Вот, а сейчас вот этот конфликт, который сейчас, конфликт, который сейчас разгорается на этом фоне. Зеленский сказал, не знаю, насколько это достоверно или нет, что он не знал, что происходит за его спиной. А возможно ли такое, что президент не знает, что происходит за его спиной? Ну, разумеется, что возможно. Возможно, конечно, ты же не можешь узнать, сколько там, все не проследишь. Для этого, особенно в военное время, ты за этим не можешь уследить. Не только он, и другие не могут уследить. Важно, конечно, это зависит от того, как построена система общения, система власти, как они действуют, как они делают ли это проверки, там, но как надо какие-то ревизионные дела проверять, все это нужно. А те, которые находятся в руках все это, финансы или другое, конечно, они могут этим воспользоваться. И в то же время могут быть и такие моменты, что этого нет, специально наговаривать могут быть. То есть это только следствие покажет, что это будет. Но сейчас вот я имел и такое мнение, сейчас коней на переправе, как говорится, не меняет русских. Так? И здесь сейчас. И сейчас хотят вот столкнуть этого президента украинского, так? И потом там целый хаос начнется, кто президент, все еще хуже для и никакого решения вопроса тогда и западные страны, они могут как-то изменить свое мнение. Надо решать вопрос с этой войной, это главное. А сейчас, чтобы сбить с толку, это работа вот этих провокаторов с Кремля. Это видно, это понятно всем. Поэтому здесь, как сейчас вот западные лидеры, они говорят, будут встречаться специально с Трампом, обсуждать все эти вопросы, и там вот надо как-то вот это все показать, сказать, скажем, американцы, вы на каких принципах? На демократических, на международных. То есть есть там чем, как бы, значит, ему противопоставить, и что, почему Трамп к этому постоянно подбивает. То есть надо какие-то вопросы там, если решаться, если я уверен, если бы сейчас вопросы с этим обвинением в Трампа не звучало, и это все, то здесь бы он как бы не начал выкрикивать эти лозунги. Мне так кажется, по крайней мере. Поэтому эти вопросы как-то надо, Саш, затушить и стараться, чтобы решать вопрос в Украине надо кардинально. Допустим, если не решать вопрос кардинально в самой России, о его развале этой России, то в Украине надо решать вопрос об изгнании этих оккупантов, и чтобы они Россия освободила все территории, которые она захватила. Вот что необходимо сейчас для нас, для всех. А все остальное, что там они рассказывают, и
пытается, значит, представить то, все, это все. Это потом решить. Сейчас это ничего не даст. Главное сейчас эту ситуацию остановить крепко, чтобы этого дальше не было, с какой-то сделать, значит, специальную, скажем, может, группу, которая будет за всем это следить, чтобы вот это все сохранялось, чтобы не было больше этой коррупции, все такое, так? И действовать, решать главный вопрос. То есть нас отвлекают от главной проблемы. Вот в чем вопрос-то, Астан. Да. Вот и все. Есть пока. Есть Ясно. вопросы? Так, вопрос есть тут от кавказца. Так, всех приветствую. Если даже нет, здесь вопроса нет, здесь только комментарий. Здесь вот в ТикТок нам пишет Мик Дэнди. Чи не уважаете вы, что у Путина компромат на Трампа? Вы считаете, есть у Путина компромат на Трампа? Но, видимо, нет. Если бы у него был бы компромат, мы не можем 100% сказать, так? Мгм. Если бы до этого у него был компромат, и он бы не воспользовался вот этой гнусной ситуацией, вот с этим связано, с этим обвинением Трампа. Они там все поголовно, можно сказать, ну так сказать, может, я и не прав, но некоторые, которые миллиардеры, то все это занимались вот этими делами, которые сейчас хотят вменить, сейчас именно когда он президент, вменить ему и посадить или убрать его с должности президента вокруг. Вот это все раскручивается. Они хотят, видимо, враги или какие-то соперники хотят воспользоваться этой ситуацией, которая сейчас здесь в Америке, эту войной и все остальное. А если бы, скажем, у Путина была бы другая, скажем, зацепка, чтобы можно было дергать Трампа, он бы, по-моему, по другой линии дернул бы его, а не стал бы, мне кажется, вот здесь, в этом вопросе на него давить. У меня это мое мнение по разным таким вот причинам, я так думаю. Мгм. Вот сейчас в Украине, в парламенте, в Верховной Раде очень такая активность. Петр Порошенко и его сторонники очень сильно давят на Зеленского, на власть. Как вы думаете, в каком ключе будет сейчас это развиваться? Сможет Зеленский Но удержаться или нет? Удержать? я думаю, что да. Я думаю, что да. Он удержится, так, но для того, чтобы удержаться, чтобы какое-то у него было доверие уже к народу, чтобы народ ему был доверять, да, надо решительно как бы освободиться от этого хвоста, скажем, я ему вот этого обвинения. Вот. Кто там виноват, значит, решить с ними вопросы, кто не виноват там, или определить здесь. Надо или дать расследовать это дело и заняться, как говорится, обороной, которую нужно выкинуть все. Сейчас-то вопрос стоит так, что они уже поставили, вот я уже сказал это, что поставили вопрос, там, мы дадим там такие-то вам территории, вы нам эти территории отдайте, давайте, чтобы вы вот такие, значит, уменьшили количество вашей армии, и масса таких мелочных таких вот моментов, которые нарушают. И как это может быть в современном мире, вот такое оказывать давление и идти этому агрессору на уступки с правовой точки зрения. Он требует признания того, чтобы вот Крым и там Донбасс и другие какие-то ранее взятые территории, чтобы ему это признали. А как это может? Тогда все рухнет в мире. И вот такие требования, они невыполнимы фактически. Тогда надо, чтобы рухнула вся система международная. А именно эта международная система сегодняшняя, она как раз и есть тот оплот и тот момент, на который мы опираемся. Ну, я имею в виду чеченский народ, и мы, и другие народы мира в соответствии с этим хотят решить свою проблему. А здесь как она решится? Она никак не решится в этом случае, если вот так вот будет Америка себя вести. Посмотрим, куда это выйдет через неделю. Через неделю, там, наверное, может быть, когда эти поедут туда, что-то будет решаться. Да?
Посмотрим, как говорится, сейчас мы ничего не можем сказать, кроме того, что сказать, что это ненормально, совершенно ненормально. Какая-то анархия вот в этих вопросах, как будто нет международного права, как будто мы в какой-то анархической ситуации находимся, весь мир. Даже вот Китай сам или другие там страны восточного полушария, они говорят, мы придерживаемся международного права и все такое. А эти что делают, что они творят? Или что хотят они сотворить? Вот так вот, Асан. Ясно. Баркал, Баркал. Друзья, задавайте вопросы. Задавайте, пишите вопросы, я их зачитаю в прямом эфире. Мы находимся в прямом эфире. Ая, вот если сейчас, ну, понятно, что Россия хочет раскачать ситуацию в Украине, хочет, чтобы власть, президента, которого она называет нелегитимным, просроченным, как они называют Зеленского иногда, хотят его полностью сместить. Если, например, они действия такие предпринимают, какие шаги, на ваш взгляд, должна предпринять украинская власть, чтобы кого-то же на место Зеленского, наверное, метят эти люди, если... Ну, здесь вот идут такие разговоры, что якобы вот Зеленский и его окружение, это вот разные читал и слышал разные, что якобы Зеленский, они, мол, это чуть ли не вот это все с коррупцией связаны, так? И они, значит, пришлют американскую комиссию, которая будет проявлять все расходы, все, что было. И если они тогда это выявят у них, так, то тогда получится, что и президент, и все виноваты, их посадят. Ну, до этого может дойти. Так? Так и вот такое давление идет, говорят. Может до этого дойти. А если ты, мол, соглашаешься со всем этим планом, мы тебе, значит, амнистию делаем. Вот так. Кстати, говорят, что ну, это разговор, правда, да? Говорят, что украинская сторона предложила, если будет вот такая вот комиссия, или как ее называют, проверка, да, вот это все, которое будет направлено, то они попросили, чтобы действующие лица во власти амнистию им дали. Меня обвиняют их в том, что они могут, вот смотрите, они себя пытаются спасти, а про народ, про все, что было, не думают. То есть эти обвинения тоже им кидают. Я не верю в это, то, что на них вот так вот накручивают вот эту всю, как говорится, кучу вопросов и кучу обвинений. Это должно как быть выставлено в какую-то систему, да или нет сказать. А это просто разговоры, которые сейчас идут. Получается, одни говорят, что вот Зеленский должен уйти, потому что вот так вот они там наворовали, так? А если вы наворовали, значит, это будет аудиторская комиссия, там они пришлют, а эти же 70% оплачивают содержание сегодня Украины, Америка и Запад, так? Исходя из этого, они вот такие угрозы были. И те вроде бы ставят условия: давай, значит, принимай этот план, то есть сдавай вот эти территории, уменьшай, мол, эту количество войск, вот делай другие, которые там есть из 20 пунктов моменты, иначе тюрьма. Вот такие вот идут разговоры. Но это, конечно, пока такие разговоры, разные враги, которые говорят. И внутренние украинские, так, вот эти, которые хотят скинуть, скажем, Зеленского и прийти сами туда. Прежние бывшие или другие какие-то вот люди, которые хотят прийти, этим занимаются. Возможно, где-то есть какой-то прокол, есть какие-то ошибки. И эти ошибки сейчас возводить их на уровень первого, говорят, места и давать сказать, что в этом вся проблема, по-моему, не стоит сейчас. Вот мне так кажется. А если, например, коррупция и в мирное время это преступление, как я уже говорил,
а в военное время особенно, ну, некоторые уже отстранены от должности, те какие-то, причем высокопоставленные там чиновники отстранены. Если, например, их привлекут к ответственности, их осудят, то какие вопросы тогда к Зеленскому? Да, пусть делает тогда открытый суд или не открытый, там пусть делается Ну, суд. я же говорю, Аслан, что это все, что ты говоришь, это можно делать, собственно говоря, по ходу дела. Но главный вопрос, не забывая главный вопрос, Что идет враг на земле. война, да, и это уже внутри они могут делать. Это Да. нельзя сейчас сделать спокойно, нельзя это сделать. С одной стороны они бьют, с другой стороны эти угрожают, с третьей стороны все страдают, народ вот такую жесткую ситуацию создают в Украине и для всего народа. И потом, чтобы народ потом сказал, да черта это мне нужно, но украинский народ это не скажет, я вижу, армия не скажет это. И там может произойти что угодно. Поэтому этот президент должен, я имею в виду Зеленский, он должен на это ориентироваться. Он сделал же заявление, сказал, что он сейчас находится вот в таких вот условиях, то ли так сделать, то ли это. И сейчас будем искать, какой выход будет наиболее важным. Он так вот заявил. Мы же Мгм. слышали, наверное, да? Вот такая ситуация в данный момент. Поэтому мы исходим из этого сейчас в основном. Мгм. Если вот вы читали сам вот этот проект, который Дональд Трамп, проект мира, план мира, который выдвинул, если Да, я читал, смотрел его, но ну, так все вот его не критикуют, вдавался, говорят, да, поверх. но те же вот те требования, вот, которые они предъявляли, там они хотели они, правда, уже не требуют, чтобы отвели вот эти вот их базы, которые там в Финляндии, Швеции, там еще где-то. То есть, наоборот, еще больше НАТО приблизилось, они этим не требуют, они требуют, чтобы вопрос решился вот внутри вот этот, он хочет как-то выглядеть, Путин хочет выглядеть победителем здесь. Ну и вот то, что я называл, вот эти моменты, ну и действительно там идет речь о том, вот это отдать, вот это, значит, мы вам уступим, вот это, то, что мы вам уступать будем, потом мы договоримся вместе с вами, потом мы вам отдадим. Ну, вот такие вот какие-то ходы. По ходу это уже как-то детали всего этого, которые не играют здесь. То есть это как бы, знаешь, запутан вот эти, увести тебя в посторонние мелкие вопросы, которые важны, но в данной ситуации, которые могут тебя сбить с толку. Вот такие вот вопросы, они там позакидывали в этом плане. Но это надо сейчас на руках держать, этот план, и смотреть. А так это никакие там, скажем, а, э, такие вот решения нет, предложений нет, чтобы в пользу было Украины, украинского народа. Они, кстати, они там требуют, чтобы русский язык стал официальным, чтобы там, как они требовали, чтобы там еще какие-то там мероприятия, которые раньше просили они, чтобы это сделали, что, в общем, сейчас не помню все детали, не помню я. Но в Да, ну на основном вот линии это, соприкосновения да, остановиться. Это же да, дальше будет продолжение, это же конечно, 100%. эта война не остановится, да, да, война не 100%. остановится так, да, это так. Ясно. Вот то, что сейчас в Европе происходит, все поддерживают Зеленского, осуждают вот этот Трамп, ну, не согласны, критикуют, скажем так, Трамп, вот этот план Трампа, мирный Да, Трамп. конечно, да, да. И с чем это связано? Почему европейцы больше озабочены силой, увеличивающейся силой, возможностью России в случае, вот если Э, подписания этого плана? Ну, это нам известно. Они опасаются, что если сейчас дать отдохнуть России, и Америка с ней будет помогать, то за это короткое какое-то время, 2-3 года, да, они быстро наберут снова
значит, Конечно. освободят санкции, им уберут. Так получается, да? Они снова будут торговать нефтью, всем этим, снова они когда поднимут свою экономику, а экономика будет только в военном отношении. Они начнут снова делать, и потом, когда они все это наберут через, ну, скажем, 3 или 5 лет, они когда от нас уходили, скажем, в 96-м году, да, там у них был некий этот один переговорщик, он там, говорят, заявил: ничего, мы скоро к вам снова придем, пока уходим, потом придем. И действительно, максимум через 3 года они вернулись, снова начали бомбить со всех сторон, и снова пошло. И притом они обвинили в том, что мы их напали, на них напали. Когда отряд Басаева пошел 6 августа 99 года в Дагестан, общеизвестный такой, и обвинение пошло в адрес чеченского народа или Чеченской республики. Во-первых, Басаев в то время был, он не был никаким там в должности, он был безработный, и он добровольческий свой отряд собрал. А Да. во-вторых, это было 6 августа всего лишь. В-третьих, российская армия уже 17 июля вторглась полностью в северную часть на нашу территорию, бомбила, убивала, и шла там, самолеты запускали. То есть, а теперь получилось, что мы, даже этот добровольцы, ну, известный добровольец Басаев, что Да. якобы чеченцы напали на Россию. И на весь мир до сих пор они это трубят. Вот смотрите, почти 3 недели, как было, как российская армия вторглась на нашу землю, и мы не собирались ни на кого нападать. У нас был подписан договор о мире, о ненападении, вот когда Масхадов ездил в Москву. Так они его нарушили, и тогда мы приняли специальное постановление парламента. Правда, мы 10 дней выжидали, надеясь, что вот за этот промежуток нам придется их армию убедить, чтобы они убрались с нашей территории. Но когда мы поняли, что больше с ними говорить бесполезно, наш парламент принял решение о том, что вот такого-то числа российская армия, нарушив этот договор, вторглась на нашу территорию. Этот документ есть. То есть это подтверждает о том, даже если мы приняли 27-го там, да, даже с этим момента уже почти не больше недели, как российская армия была на нашей территории по документам. А фактически они вторглись 17 июля. Такие ходы они делают, и во всем будут обвинять, ничего не стесняясь, и потом доказываем их, что ты, как говорится, не верблюд. Вот такое дело. Да? Да. Спасибо, Аяд. Друзья, напоминаю вам, задавайте вопросы. Специально мы проводим прямые эфиры, чтобы у вас была возможность пообщаться напрямую, задать вопросы. В ТикТок нас смотрят, в YouTube смотрят. Так, Шарани, ассаламу алейкум, Маш Довель, Аяд Асан и все присутствующие. Мне кажется, что Путин хочет СССР-2. Мнение Аяд. Ты что-то ты остановился в разговоре, что там было? СССР-2, что ли? Да, Маш Довель, ассаламу алейкум, Маш Довель, Аяд, все присутствующие, мне приветствие. Мне кажется, что Путин хочет СССР-2. Также Восточную Германию, Польшу и другие страны. Твое мнение, Аяд? Но он не СССР-2, он хочет даже больше. Он хочет территории, которые были еще при царской России. Он об этом, они говорили о восстановлении исторической России, Империи. Да. империи, да. Они говорили о том, что они должны дойти до Ла-Манша, то есть до пролива между Англией, Великобританией и Европой. Они об этом говорят, у них планы такие, как говорится, маршалловые планы, если так можно назвать их. Они не стесняются, они говорят, и под это они говорят, и потом в это верят и начинают идти за этими словами. Они этот план, когда разваливали Россию, они так и говорили: разойти, чтобы затем сойтись. То есть мы подкрепимся, и снова они таким образом взяли вот эти все
бывшие автономные республики в РСФСР, которые потом стали союзными, они этих лидеров, которые там сидели назначены Советским Союзом с коммунистами, взяли, подписали этот федеративный договор 31 марта 1992 года и создали эту Россию незаконно. Потому что ее создавать нужно было не так, а в результате избрания у этих народов должны были избрать своих лидеров, свои все атрибуты, все такое собрать, и после этого они могли только сказать о своем мнении свободном. А им это не позволили, Ельцин их заставить, и те там заставлять их не надо было, они хотели у власти остаться. Они взяли, подписали, незаконно создали эту Российскую Федерацию России. Потом они ее там раздолбали, Верховный Совет расстреляли, и потом новую конституцию приняли, в которой вписали незаконно и нашу республику. Вот что происходило, да. Они хотят и дальше, не только дальше, они хотели и в Индийском океане сапоги мыть, как Жириновский говорил. Так что у них вот такая вот ситуация, и этим живут эти люди во всей этой России. Ну, большинство, особенно там во всех за пределами там 2-3 городов, они все об этом мечтают, и у них вот такое вот мировоззрение, что вот мы самые сильные, нас все боятся, и поэтому мы должны всех захватить. И это у них такое вот подсознательно им заложили этой пропагандой и старыми этими делами. Да, это так. Баркалая. Так, друзья, есть еще вопросы? Если нет, мы уже почти час в эфире, как вы просили. Давайте закончим тогда. Давайте. Mekşu, da есть поощряет. Спасибо всем, друзья, спасибо за вопросы. Спасибо всем. Так, всего самого хорошего, друзья. Адикюэль, до свидания. Машуэль. Адикюэль аят.